Я, как представитель Молдовы, могу сказать, что наши страны не так уж и далеко ушли друг от друга. У нас есть и различия, потому что географически Республика Молдова находится в европейской части. У нас есть другие обязательства, другие документы, другие учреждения, которые приходят и критикуют Республику Молдова в области прав человека, что мы не сделали. И условия игры, я думаю, что более жесткие, чем в Таджикистане. Я думаю, что Таджикистану нужно идти по правильному пути, как и всем нам, учиться на ошибках других стран, у тех стран, которые уже наступили на грабли, и не проходить самим через определенные ситуации, которые бы ушли бы не в то русло. Если говорить в области пыток, то есть достаточно много и хороших, и плохих результатов, которые бы Таджикистан смог бы применить у себя, и обходя те плохие практики и пользуясь хорошими практиками других стран. К примеру, мы в Республике Молдова имплементируем с 2008 года ОПКАТ, это дополнительный протокол Конвенции против пыток. И мы уже достаточно много рекомендаций есть по Молдове, что плохо сделано, но в общем это очень хорошее учреждение, которое может открывать двери в любые закрытые места, где может содержаться человек против своей воли. На сегодняшний момент в Республике Молдова есть 10 членов гражданского общества, они из неправительственных организаций, которые могут открыть любую дверь днем или ночью в любое учреждение. Будь это полицейский участок, будет это тюрьма, будет это психиатрическая больница. На самом деле эти люди не борются против пыток, они предотвращают пытки. Тогда, когда полицейский или работник тюрьмы знает, что в любое время суток к нему кто-то может прийти с видеокамерой, снять, посмотреть с доктором, что там происходит, он задумается перед тем, как применять пытки. Это есть очень хорошая позитивная практика по предотвращению именно пыток. Я знаю по себе, когда я езжу, к примеру, в определенные места, психиатрия, к примеру, когда там меня ждут и знают, что я приеду, или пару человек приедут посмотреть, какие там условия, то там просто, к примеру, они новые, они не то что чистые, они новые. И полотенца. Но в тот момент, когда я езжу ночью, или езжу, никто не знает, что я туда приеду, там простыней вообще нету. Разница очень большая, и имея такие механизмы в стране, я думаю, что каждый смог бы получить дивиденды в плане, что у него будут гарантии в области защиты прав человека. Если мы говорим о полицейских участках, то туда может попасть любой нормальный, любой обычный гражданин, который уважает закон, или его с кем-то спутали, да, и он на пару часов может оказаться в этом учреждении. И в этих случаях достаточно важно обеспечить ему минимальные правила или условия содержания. Это значит, что у него должна быть вода, это значит, что у него должен быть свет, это значит, что его не должны избивать, это означает, что там должен быть туалет. Самое минимальное. Мы никогда не говорим о условиях, это мы не говорим о том, что он должен получать шампанское в этих местах, но это мы говорим о минимальных правилах. Исходя из того, что каждый или любой может попасть в это место.